Борцы крепко держат друг друга за пояса, но чтобы сделать бросок, нужно контролировать в первую очередь свое тело. Под ногами непривычные земля или маты, а зыбкий песок. Все хорошо, кроме песка. Песок в уши залетает. Или в рот тоже. Это новый вид борьбы. Впервые на чемпионате мира спортсмены из 12 стран опробовали свои силы в пляжном крэш. На земле бороться это другое, а на песке все равно как бы комфортнее. Как бы на пляже все равно у всех веселое настроение. Нет такого, что спортивной злости. Все добрые. На праздник спорта в Мингер съехали спортсмены из десятков стран мира. Как Кубок Дэвиса для хоккеистов или Мистер Олимпия для культуристов, чемпионат мира в Мингере – главное состязание для самых сильных борцов планеты. Именно 1100 лет назад арабский путешественник Ахмед Эбн Бетлан впервые написал о народных праздниках Сабантуй в борьбе крэш. Крэш для нас – это история народа, это традиции и образ мысли. Мы гордимся, что в этом году Федерация Крэш признана лучшей организацией в мировом этноспорте и развивается в новых направлениях. На Майдан выезжает борец верхом на коне татарской породы. Навстречу его оппонент. Впервые они борются верхом на лошади так же, как это делали предки татар. Крэш на лошадях как дисциплина на чемпионате мира представлена впервые. Разыграно 5 комплектов наград среди представителей 7 стран. Это объединяет, пускай спорт и культура объединяет людей. Главное событие вечера – финальные поединки чемпионата мира по традиционному крэш. На коврах сильнейшие борцы планеты. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан. Здесь спортсмены из 27 стран. Все они прошли через настоящее сито, прежде чем попасть на главный майдан чемпионата. Здесь под светом софиты, под прицелами телекамер. И есть тот самый час X, когда они должны показать свой лучший бросок. Борцы в легком весе берут противника скоростью, поэтому раунды получаются короче, а броски выше. Тяжелее в легком весе бороться, потому что там более такая скоростная борьба. Ну, в тяжелом тоже, наверное, тяжело бороться, потому что у них все-таки такая масса тела. Средний вес – это баланс сил и наиболее отточенная техника. В крэш запрещены подсечки, сбивания, поэтому борцы полагаются только на силу рук, ног и спины. Уже в 5-й раз лучший результат у Ринаса Калимуллина. 5-й год подряд выступаю на чемпионате мира и выигрываю. Среди других борцов у меня пока самый лучший показатель. В этой категории легче всего получить травмы и ошибки недопустимы. На ковре тяжеловесы. Впечатляюще, очень необычно вообще. Ничего ни на что не похоже. Что-то среднее между японским сумо и вольной борьбой. Никогда не видел такого. Очень круто. Лучшим среди тяжеловесных борцов стал Турал Азимов. Чемпионат на хорошем уровне, соперники хорошие, достойные. За их красочной борьбой снова следят тысячи зрителей, как на Майдане, так и онлайн. А журналисты и эксперты гадают, что ждет переживающее возрождение крэш в будущем. Я думаю, что не за горами то время, когда крэш может поставить вопрос об олимпийском участии. Потому что мы все знаем, что для участия в Олимпийсме нужно набрать определенное количество стран, которые культивируют этот вид спорта. Главный бой вечера – схватка за звание абсолютного батыра чемпионата. Под общее ликование им становится Радик Салахов из Альметьевска. В первый раз на мировом первенстве и сразу победа. Эти соревнования чемпионата мира я первый раз участвую, поэтому для меня было очень тяжело пробиться сюда. Аллах шикар, все прошло вот, как и ожидалось. Как я и мечтал. Награждают абсолютного батыра сертификатом от правительства республики на приобретение мотоцикла. Церемонию показа традиционного барашка в этом году было решено приготовить и разделить между всеми участниками. Рамиль Шайдуллин, Олег Мыльников, ТНВ, Сабинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.